Сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат. Айтсаңыздар, Бактыгүл айым, вот жаңы коллегаларым эмнеге сурап атат, ачык айкы бюджет боюнча, расщепление боюнча да, эгер орточо иштеген адамдардын мындай салыктарын карап көрсөк, 12% НДС, 10% подоходный, 2% бизде НСП болуп кетет экен, 27-25 соцфонд. Ошондо деген бир иштеген адамга болжол менен алсак да орточо 51%, 51-25 50%тен ашык биз салык төлөйт экенбиз да. Анан естественно ар бир иштеген адамда суроо болот. Мен тапкан доходумун жарым мамлекетке берет экенмин. Мен эмнени ошол акчага алып жатам? Билим берүү система тармагында, саламаттык сактоо тармагында, инфраструктура жакта расщепленияларды, анан ошол биздин адамдарыбыздын салык мындай налоговой грамотности көтөрүш үчүн эмнеге биз түшүнүктүү түрдө ушул мыйзамдарды алып келе албайбыз? Эмнеге биз түшүнүктүү түрдө элдерге жарыялай албайбыз да? Биздин чыгашабызды, кирешебизди эмнеге мындай нерселерди ушу 28 жылдан бери биякта депутаттар бюджет менен иштебесе, көп адамдар деле мындай сырттагы адам эмес. Парламент ичине бюджеттин комитетине кирип иштеген адамдардын бир топ убакыт тажрыйбадан кийин ошол көп түшүнүктөрдү түшүнүшөт да, анткени и расшифровкасы жок. И подробно детализациясы да жок да, бизге да алып келгенде. Почему так усложненно и неподробно, да? Эльвира Жыргалбековна, на сегодня мы все разрабатываем в соответствии с действующими методологиями. То есть как методологии гласят, соответственно, мы все вот эти классификации, все статьи расходов, все соответственно делаем. Возможно, вы правы, что на самом-то деле он действительно сложный. Значит, с нашей стороны, вот, насколько мне известно, есть гражданский бюджет, который, ну, для населения, который мы пытаемся предоставить в более упрощенном виде. Но, возможно, все эти усилия недостаточны. Более того, на сайте у нас постоянно публикуется ежемесячно все в деталях. Возможно, все эти меры недостаточны. Я вас поняла, я это понимаю, я к чему это спрашиваю. Очень много вопросов снимется и недовольств, если у людей будет ясное, четкое понимание. Мы социально ориентированное государство, мы несем большую социальную нагрузку. Вот эти все вещи надо расшифровывать, меньше вопросов будет. И второй вопрос, скажите, пожалуйста, вот гранты там у нас определяются, это же все-таки часть бюджетных средств, правильно? Совершенно правильно. А почему министр образования по ошибкам учебников говорит, что бюджетных средств не было потрачено, это были потрачены грантовые средства? Как вы это оцениваете? Вы знаете, Эльвира Жыргалбековна, на самом-то деле здесь есть проблема. Почему? Потому что некоторые международные организации, отдельные международные организации, к сожалению, выдают грантовые средства напрямую, значит, министерством, ведомством, и нам об этом, к сожалению, неизвестно. То есть эта информация к нам не поступает, и мы об этих грантовых средствах не знаем. Поэтому вот происходит такая ситуация. Вот в этой части, конечно, нам в правительстве надо будет поработать для того, чтобы эти грантовые средства, которые проходят мимо бюджета, должны быть каким-то образом упорядочены, и, значит, и по ним должна быть подотчетность. Я согласна. Вот сейчас, Бактыгүл айым, вы подошли к теме несинхронных действий в правительстве. Большая просьба, разберитесь. 10 секунд. Разберитесь, пожалуйста. Потому что министры, которые говорят, что гранты – это не расходы с бюджета, они как минимум некомпетентные. И надо их немножко вам подучить, финансовой грамотности. Спасибо. Сөз